Гражданская война в Якутии началась с приходом интернационального отряда Красной Армии под командованием поляка Радзинского, вышедшего 28 мая 1918 года из Иркутска в Якутск для установления советской власти. Под огнем жестокой борьбы за власть в Якутии заложников оказалось мирное население, состоящее из 85% саха, 8,2% русских, 6,4% эвенков и представителей других народов, ставшие жертвой, понесшие разорение и обнищение. Территория Амгинско-Усмайского улуса стала местом, где зарождалось и разбивалось события гражданской войны. Через наслега Амгинского улуса прошли огненным смерчем сражения повстанчеств август 1921 год, 22 год, поход сибирской добровольской дружины Попеляева, октябрь, июнь 1923 год, Тунгусское восстание, май 1924-25 год, вооруженные демонстрации концентрационистов, ноябрь 1927 год, февраль 1928 года, жадно выхватывая свои жертвы из рядов противоборствующих сторон, так и среди мирного населения. Во всех этих событиях гражданской войны принимал активное участие строй, владевший победителем. Если жертвы обеих враждующих лагерей приблизительно посчитано, что число невинных жертв среди гражданского населения еще требует уточнения. По моим данным, Амгинский улус потерял около 400 человек мирных жителей, ставших жертвами гражданской войны в разные годы. Война – это пик человеческой жестокости, и не всегда гибнут невиновные. В гражданской войне вольно и невольно вовлекаются люди мимо моих желаний. Садыков Федор Шариф Шакирович родился 10 августа 1997 году в Башкирской АССР, Дюрзаминского района, в деревне Новая Султанбек. Родился в семье бедного крестьянина, в которой было 7 детей. Федор Шариф Шакирович Садыков. С 1911 года началась его трудовая деятельность пастухом родной деревни. С мая 1915 года матрос парохода. С мая 1916 года подвиговый солдат царской армии, солдат 35-й Екатеринбургской сибирского полка, продолжил службу в Румынии, станции Сандария. С 16 декабря по ноябрь месяц 1918 года находился в румынском плену. В 1919 году совершил побег из плена. С января 1919 года город Саранын Вятской губернии вступил в ряды Красной армии. С апреля 1919 года по ноябрь месяц находился в плену у Колчака. С декабря 1919 года до января 2020 года боец штаба Санкт-Петербурга 5-й революционной армии, с февраля по 1920 года по май 1923 года партизан отряда Каландрашвили. Участвовал в освобождении город Иркутск, Якутск, Алекминск, Вилюйск, Сунтар, а также село Амга, Сагалцыгы. Он с 1923 по 1929 год работал плотником в комитете взаимопомощи Амгинского района сельсовета Сельпо. С апреля по 1929 года работал председателем колхоза «Победа», Сентябрь. По 1937-1938 года заведующий райпо Амгинского райсовета. С 1938 по 1939 год председатель колхоза «Победа». По 1939 по 1940 года председатель Райпотребсоюза Амгинского района. По сентябрь 1941 года замначальника по политчасти нефтеразведки. По 1941 по 1943 годах работал председатель правления Рыкопова. По 1943 по 1946 года заведующий торговой базой Бестях.
по 46 по 48 год заведующий складами ООР, по 48 по 51 года председатель правления Майского сельпо, село Амга. С 51 по 53 год завторг Майского сельпо. По 53 по 57 года председатель Майского сельпо. С 57 по 59 года председатель Майского сельского исполкома. В 59 году вышел на пенсию. До 1969 года работал рабочим заведующим зернового склада завхоза Амгинский, заведующим сельского клуба. В 1967 году Садыков Федор Шакирович награжден орденом Красной Звезды. С 16 июня по 1975 года почетный гражданин Амгинского улуса. Активный участник гражданской войны в Якутии. Один из руководителей партизанского движения в Восточной Сибири во время гражданской войны. На старинном мусульманском кладбище в окружении каменных плит XVIII века за селом Покровка стоит в полном безмолвии на 14-й клетке памятник воинам, павшим в годы гражданской войны. На памятнике с трудом можно прочитать фамилии тех парней, которые защищали от белогвардейцев якутские земли, ставшие им второй родиной. Братья башкиры, братья якуты сроднили судьбой, принимая за отечество бой. Вместе с ним шел в бой их земляк Шариф Федор Шакирович, Садыком плечом к плечу. Им отдана последняя дань памяти погибшим ребятам. Заложена братская могила в твердой рукой, сделана надпись на памятнике. Здесь похоронены 5 погибших бойцов, участвовавших в обороне Сагалцуги в 1923 году. 2 Хасанов и Батыров из отряда Строда. 3 из Петроградского полка комбата Дмитриева. Вечная память вам, дорогие друзья. Вот тут так написал участник обороны Сагалцуги Федор Шакирович Садыков. Умер 21 декабря 1985 года.